Сегодня случилось действие, которое является просто шокирующим для всех крымских татар. Я думаю, что для всего Крыма. Сегодня официальные и уполномоченные власти Российской Федерации не пустили на свою родину лидера нашего народа Мустафу Джемилева. Он летел в Крым через Москву. Он прилетел в Москву, но там его обратно отправили в Киев, сказав о том, что ему запрещен въезд в Российскую Федерацию. Поскольку руководство Российской Федерации исходит из того, что Крым находится в составе России, то ему запретили въезд в Крым. Соответственно, в этой ситуации собрался Меджлис крымского народа, и он не мог не собраться, потому что возмущение крымских татар именно вот этим действием властей Российской Федерации, возмущение чрезвычайное. И многие люди воспринимают не запрет на въезд Мустафы Джемилева и как лидера крымских татар, и как крымского татарина. Любого крымского татарина, оказывается, можно не пустить на свою родину. Крымских татар, которые более 50 лет добивались права жить на своей родине. Те изменения, которые случились в Крыму, они случились помимо нашей воли. Но теперь, оказывается, помимо нашей воли жить на родине, нас не будут пускать на родину. И несмотря на то, что мы провели огромную подготовительную работу, потрачены ресурсы, люди готовились, коллективы, дети, районы, и тем не менее по подавляющему такому обращению, количеству обращений крымских татар, мы приняли решение отменить проведение 3 мая Хадырлеза. Мы даем оценку действиям официальных властей Российской Федерации по запрету въезда Мустафы Джемилева как антигуманному действию, которое не опирается ни на международные, ни на внутренние законы.